Это художественный сценарий, художественный фильм. Значит, история выдумана, но опирается на некоторые факты из жизни художника Ивана Попова. В основном за основу взяты его этнографические фотографии и персонажи, которые изображены на них. Допустим, основной персонаж — это якут, который изображен то в качестве косаря, то он охотник. А исторически этого человека звали Степан Бересеков, и он, оказывается, страдал летаргическим сном. И вот такая основная сюжетная канва, и люди из других фотографий тоже отображены. Но история про них выдумана, конечно, но их образы, они исторические. Если из биографии Ивана Попова брать, то это примерно период, когда он собирал этнографические коллекции для германских музеев, можно так сказать. Это дореволюционное время. До того, как пришла идея этого фильма, я размышляла на тему, в чем секрет счастья якутян. Почему в других странах, там, я смотрю фестивальные фильмы, и все такие депрессивные, что-то все плачут, а наши фильмы какие-то позитивные. В общем, это психология северян, да? Чем сложнее условия жизни, тем позитивнее люди. И я начала рассуждать, размышлять на эту тему. И в итоге получился такой сценарий, где мы говорим преимущественно о красоте. Такой философский фильм получился. По сценарию у меня был соавтор. Это у нас совместное производство с Московской киностудией. Автор студия называется. И московский продюсер у нас был тоже. И, соответственно, с их стороны тоже был сценарист Юлия Клименко. Ну, основную историю придумала я, она помогала редактировать, и такой сценарий получился. Такая масштабная картина получилась. Вот, от задумки до съемок мы целый год писали, переписывали сценарий, участвовали на федеральном конкурсе на финансирование, победили. Вот. Потом очень долго, тоже почти полгода, шла подготовка именно перед съемками. Большая работа была проделана художниками, потому что фильм этнографический, в том числе, и очень много этнографических предметов. Надо реконструкции очень много делали, бутафорию. В общем, и вот очень большое подспорье было каталог, который выпустили Национальный художественный музей совместно с другими музеями мира. Называется «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира». Вот в нескольких томах. И за основу я взяла том, посвященный музеям Германии, и как раз-таки там были обнаружены предметы, которые отправил туда Иван Попов. В общем, параллельно шла очень большая такая научная работа, можно сказать. В некоторых смыслах даже какие-то сенсации были небольшие, для посвященных людей. Вот, параллельно работа по реконструкции, мы сделали огромную такую работу по реконструкции ювелирного изделия. Тоже отдельный проект с ювелирами Якутского художественного училища. И это только один реквизит, а в фильме реквизитов огромное количество. В общем, работа была очень интересная, работы было много. И, как увидите фильм, оцените, на экране это все выглядит очень красиво. Я думаю, после выхода фильма отдельную такую выставку сделаем в НХМ, посвященной реквизитам именно этого фильма. Кастинг главных ролей тоже как-то интересно прошел. Как раз это был период, когда я искала идею для фильма, что же мне снять, уже скоро подаваться на конкурс. И в этот момент я как раз оказалась в селе Ой. Меня пригласили на показ моего первого фильма «Надо мной солнце не садится». И после показа фильма подходили люди, фотографировались, зрители.
И самым последним вот подошел человек, мы сфотографировались, и вот наш постоянный друг и наставник Прокопий Романович Наговицын сказал: вот обратите внимание на этого человека, его уже можно снимать в кино. Я смотрю, а он прямо как будто с фотографией слез, Степан Бересеков. И у меня такая вспышка, вспомнила историю, которую читала 8 лет назад про летаргический сон. И вот пока я ехала в город обратно, уже история сформировалась по большей части. А Ивана Попова на роль актера тоже таким мистическим образом нашли. Я уже написала сценарий, и потом появился, наш продюсер сообщил, что у нас будет тоже московский продюсер, копродукция. Я с ним познакомилась, его зовут Иван Болотников. Я стала смотреть, какие фильмы он снял. И вот первый же фильм включаю, и в первых же минутах появляется там актер, который очень похож на Ивана Попова, прямо точная копия. А я же думала, кого из российских актеров можно снять? Это оказался не российский, а литовский актер, его зовут Дариус Кабаускас. Как только я на него показала, наш московский продюсер обрадовался, сказал: это мой друг, он обязательно согласится. Ему отправили сценарий, он действительно согласился, и вот такой подвиг почти совершил. Из Литвы приехал к нам, отснялся до конца, в тяжелых условиях, если честно. И вот такой проект случился. Отличается масштабами. Первый фильм, если был очень камерный, очень быстро был написан сценарий, быстро подготовка прошла и быстро сняли. И также постпродакшн произошел. То в этом случае очень основательно готовились, переписывали сценарий. И такой исторический фильм такого масштаба, с таким количеством реквизитов, актеров, костюмов, нельзя вот так сразу приступить к съемкам, поэтому подготовительный этап был очень масштабный. На самих съемках съемочной команды тоже больше было. Если у нас там в первом фильме было сколько? 7 человек, что ли? 5 человек в съемочной группе и 2 актера было. То в этот раз минимум 50 человек на площадке постоянно, и плюс приезжают актеры, выезжают. Там посчитали по костюмам, около 200 костюмов выходило, то есть с массовкой. Масштабный проект, очень масштабный. Но мы все равно планируем кинотеатральный прокат. Хотим сделать такой большой праздник в республике в честь юбилея. И, наверное, ближе к декабрю, точную дату еще не установили, но в этом году точно премьера будет. Насчет стримингов, наверное, чуть попозже. Так я забываю, потом, когда я начинаю отсматривать фильм, то, вот этот мой любимый эпизод, а потом, еще вот этот мой любимый. И в итоге получается, что все сцены мои любимые, потому что они, я их придумала, основываясь на этих фотографиях, на каких-то этнографических историях. Один эпизод, наверное, особенный, он взят из книги. Так совпало случайно. Я как раз искала для сценария материалы и начала читать эту книгу, и в этой книге появился Иван Попов сам, прямо в тексте. Это очень интересный эпизод, связанный с Удаганкой Татинской. И интересны какие-то персонажи, 4. Я их называю нигилистами. 4 нигилистов, которые устраивают экзамен шаманам и водоганкам. И вот как раз в этот момент появляется Иван Попов. В общем, это надо видеть.